Добрый вечер, это новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Знаменательная дата. Сегодня республика празднует День национальной печати. Огонь все ближе к селу. Ситуация с лесным пожаром в Беринском наследии Усть-Алданского улуса усложняется. Резьба по дереву под таким названием в столице открыли выставку-ярмарку народного художественного промысла. Лесной пожар приблизился к поселку Берия Усть-Алданского улуса на расстоянии почти в 5 километров. Для заслона огня сейчас проводят встречный отжиг. Также трактором копают минерализованную полосу на опушке леса. По информации местной администрации, огнем охвачен почти 350 гектаров земли. Напомним, это уже третий пожар на территории этого наследия, два из которых ранее потушили, но в связи с сухой и жаркой погодой возник новый очаг. На тушение пожара сейчас задействована группа работников Якутлесресурса, им помогает местное население. В поселке стоит жаркая погода и густой дым. Пожар зарегистрирован 25 числа. Расстояние от населенного пункта 4-5 километров примерно. И проводятся отжиги и патрулирование полос. Работает местное население, ГАУ Якутлесресурс и авиалесоохрана. Два трактора, один с плугом и один колесный трактор. Жители относятся с насторожением, потому что там густой дым. И если ветер меняет направление, то дует населенный пункт. Ситуация контролируется, и вот идет опашка плугом вдоль леса. Что касается в целом ситуации по республике, то с начала пожароопасного сезона площадь возникновения лесных пожаров в Якутии достигла 490 тысяч гектаров. Это гораздо меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Но за последние дни ситуация все равно значительно осложнилась. Об этом в ходе заседания республиканской КЧС сообщил глава региона Айсен Николаев. По информации Якутского управления гидрометеослужбы, в настоящее время в Мирнинском, Аймяконском, Усть-Алданском, Тампонском районах сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности. В Верхневилюйском, Верхнеколымском, Момском, Нюрбинском, Среднеколымском, Татинском, Усть-Майском улусах установлен 4-й класс пожароопасности. Владимир Путин затронул вопрос газификации на прошедшей накануне прямой линии. Для начала он повторил тезис из послания Совета Федерации: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, а внутри домовладения все за деньги собственника. И добавил, что и здесь есть некоторые идеи. В правительстве обсуждают проект единого типового договора, чтобы работы по обустройству на участке были на основе централизованных закупок. То есть работы по разводке газа на самом участке для собственника станут дешевле, не будет накручивания стоимости, как сейчас. На сегодняшний день городу Алекминска подведена труба. То есть город Алекминск готов к газификации в полном объеме. Но по вчерашний день газификация рассматривалась только больших объектов промышленности, котельных нашего города. И совсем слабо рассматривался вопрос по подключению газификации частного сектора. А у нас большинство жителей проживают именно в частном секторе. Поэтому то, что этот вопрос был поднят и решен с положительной точки зрения, я считаю, что это значительно улучшит социальное, вообще экономическое развитие города и даст большой толчок развития. Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что программа социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан, нуждающихся в помощи, будет продолжена и даже расширена. Лично для меня, как для многодетной матери, тоже был очень полезен ответ на вопрос о выплатах, новой выплате в размере 10 тысяч рублей на детей к школе. Владимир Путин дал пояснение, что выплату могут получить даже те дети, которым не исполнилось 7 лет, то есть эти 6-летние дети, несмотря на то, что пойдет ребенок в садик, не пойдет ребенок в садик.
Переходим к другим темам. В Хангаласском филиале ГУП ЖКХ на сегодняшний день привились от ковид 48% работников. Вакцинироваться они начали в марте и продолжают по сей день. К предстоящему отопительному сезону планируется привить до 70% сотрудников. При получении первого и второго компонентов вакцины работникам даются 2 выходных дня с сохранением зарплаты. Также темпы вакцинации внутри предприятий стимулируются проведением розыгрыша призов. Так было объявлено о старте акции под названием «ЖКХ Привит». Каждому привившемуся до 1 сентября работнику предприятия присуждается уникальный номер участника акции. 10 сентября с помощью генератора случайных чисел состоится розыгрыш таких ценных призов, как квадроцикл, трактор Синтай, снегоход, ружья, лодочные моторы, мотоциклы, ноутбуки и многое другое. Очень хорошие призы. Мы людям стараемся доводить, убеждать, даже некоторых людей переубеждать, если они наотрез отказываются, так как согласно национального плана профилактических прививок, календаря, простите, не плана, календаря, мы входим в вторую категорию работников сферы, которые обязаны привиться. То есть мы как теплоэнергетика и сфера предоставления услуг населению. Сегодня республика празднует День национальной печати. Так, именно 1 июля 1907 года была издана первая газета на якутском языке под названием «Саха-Дойдута. Якутский край». У ее истоков стоял выдающийся сын народа Саха Василий Никифоров Кюлюмнюр. Для издания газеты на якутском языке по его инициативе из далекого Санкт-Петербурга была привезена печатная машина и заказан специальный шрифт. В этот знаменательный день глава республики Айсен Николаев, народные депутаты, общественность возложили цветы к памятнику Василия Никифорова Кюлюмнюр. В торжественном мероприятии также журналисту Ивану Ушницкому вручили государственную премию имени Василия Никифорова. Спасибо моему народу, потому что все журналисты, благодаря хороших людей, хороших тем, хорошей страны, хороших героев становятся журналистами. Поэтому спасибо не только своим коллегам, не только правительству, а своему народу и своей родине. Также в Якутске прошел День ветеранов боевых действий. Военные и общественники возложили цветы к памятнику участников боевых действий, а также памятнику, посвященному герою России Александру Рыжикову. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Юрия Осипова. Хоть и неофициальный, но уже традиционный праздник. В столице Якутии отметили День ветеранов боевых действий. Праздник посвящен всем, кто принимал участие в локальных конфликтах, боевых спецоперациях, а также полномасштабных войнах. Этот праздник дает возможность встретиться всем старым своим боевым товарищам, вспомнить своих боевых друзей. И на самом деле, действительно, вот такие мероприятия, как сегодня, этот праздник, дает возможность нам всем сплотиться и друг друга поддерживать вот именно в данной ситуации, ну и вообще по жизни. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, большую часть мероприятий, приуроченных к празднику, пришлось отменить. Ветераны возложили цветы к памятнику участников боевых действий, а также памятнику, посвященному герою России Александру Рыжикову, и почтили память тех, кто не вернулся с боев. Сегодня ветераны бережно хранят традиции и передают их подрастающему поколению. Этот праздник имеет значение еще патриотического воспитания. То есть молодежь с нами, вот сейчас у нас присутствует Общероссийского народного фронта молодежка, у нас есть патриотические клубы, многие ребята ведут патриотические клубы школьников и школ. Это вот в этот день мы стараемся быть вместе. Боевые товарищи собрались с разных уголков республики, чтобы вместе отметить этот праздник. Но люди, которые прошли боевые действия, это люди сильно отличаются от тех людей, которые не служили в армии или там не служили в зоне боевых действий. Это совершенно другие люди, совершенно другое братство, совершенно другие взаимоотношения. И поэтому взаимоотношения между ветеранами боевых действий – это братство, товарищество, взаимопомощь. И важно, чтобы эти взаимоотношения сохранились в полной мере. Праздник пока не имеет официального статуса, но, как отметили организаторы, с каждым годом набирает все большую популярность. Ветераны сообщили, что на имя главы региона Айсена Николаева подано письмо о придании празднику статуса официального. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск.
Строительство спортивных объектов в селе Бердигостях Горного Улуса к играм Манчары подошло к финишной прямой. Дело осталось за малым. Сегодня Министерство строительства региона провело для журналистов специальный пресс-тур по этим объектам. Репортаж Дмитрия Тымырова. 4 новых спортивных объекта распахнут свои двери в поселке Бердигостях к играм Манчары. До этого грандиозного события для Улуса осталось меньше недели. У нас строится 4 основных спортивных объекта. Это стадион на 1000 мест, универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест, ипподром на 1500 мест и многофункциональный спортивный зал введен в эксплуатацию. Также к играм Манчары будут задействованы 2 многоквартирных дома для размещения участников соревнований. Это по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Эти 2 многоквартирных дома сегодня уже готовы принять своих гостей. Как нам сообщило руководство района, в этих домах будут размещены участники игр, то есть спортсмены. Сейчас вот эти отделочные работы идут. Как видите, на улице асфальт уже лежит. Все, детские площадки спортивные собираются. Даже вот местное население помогает с уборкой. Значит, в одном доме 43 квартиры, в другом 47. Итого 90 квартир. Общая площадь всех квартир, значит, около 5000. Между тем, на новых спортивных объектах идут завершающие работы. Так, одним из крупных объектов из всех вышеперечисленных считается новый стадион на 1000 мест. Сейчас здесь завершается разметка беговых дорожек, игрового поля и финишная покраска. На данный момент работы на завершающей стадии. Укладка беговой дорожки полностью закончена. Идет финишная разметка. Искусственная трава готова к эксплуатации. Трибуны тоже завершающие. Сейчас осталась от нас генеральная уборка, и мы выходим. А вот новый спорткомплекс был сдан еще в феврале этого года. Сейчас здесь идут работы по оформлению здания. Новый многофункциональный спортивный зал имеет 2 этажа с общей площадью 2478 квадратных метров. Основные спортивные состязания игр будут проходить как раз в этом новом зале. Во время игр здесь будет гиревой спорт и в Северном многогорье прыжки нарт будут. Здесь посадочное место по проекту 400. Еще один объект – это универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест. Он готов почти на 60%. По словам застройщиков, объект имеет 2 здания, один из которых будет готов к играм. Но будет ли он задействован к играм Манчары, будет решать комиссия игр. Объект начат в прошлом году. Стоимость объекта составляет 484 миллиона. На сегодняшний день строительная готовность именно в части тира основного здания готовность составляет порядка 60%. В части интерната идет отставание в связи со сложными грунтами. Там у нас строительная готовность порядка 20%. На сегодняшний день на объекте работает порядка 70 человек. Проект разделен на 2 этапа. Первый этап – это у нас основное здание. По нему строительные организации готовность доведут, а насчет проведения это уже организационный комитет будет решать. В целом, по словам руководства Минстроя, в том числе руководства Горного района, все объекты, запланированные к играм Манчары, будут готовы 100% уже в начале следующей недели и будут готовы принять участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Бердигостях, Горный Улус. Глава республики Айсан Николаев подведет итоги прошедшего июня. Сегодня, 1 июля, в эфире телеканалов НВК «Саха» и Якутия-24. Айсан Николаев обсудит ситуацию с вакцинацией, обстановку с лесными пожарами в регионе. Также расскажет об итогах поездки в Казань в рамках Дней Якутии в Татарстане. Эфир программы «Якутия вперед» смотрите сегодня в 20:00 по местному времени на телеканале НВК «Саха» и в 20:30 на телеканале «Якутия-24». Оценка уровня проведения долгожданного ИСЭХа 2021 из первых уст. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем на телеканале «Якутия-24» в 8 ровно. До встречи.